Доброе утро, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Вот рано встала я сегодня. Мои дети, конечно, спят. Пока они спят, я собирала малину. Соседские дети уже встали, играют, а мои еще спят. Пусть спят пока каникулы, а потом начнут они тоже рано-рано вставать. Ухаживала за козочками. Цыплят пока не кормила, потому что хочу штук 5 тоже обработать. Уже пора, они уже большие. И корм много надо. Ну, уже можно обработать их. Летают бабочки, на улице так хорошо. Ярко светит солнышко. Затопилась здесь казан. Чтобы обработать своих курочек. Одна подписчица просит, чтобы я показала, как я потрошу цыплят, как я их чищу, но, наверное, неприятно будет кому-то увидеть, посмотреть, как я макаю кипяток, курочку и потрошу, почищу, щипаю перья. Это не все могут посмотреть, поэтому извините, конечно, меня, кто об этом мне написала, не могу показывать. Процедура неприятная. Слава Всевышнему, в огороде все растет. Каждый день собираем урожай. Ну, вы сами понимаете, летом очень хорошо в деревне, в саду, в огороде. Все мне нравится. Созревают огурчики, их пора уже собирать, солить, даже уже переростки пошли. Буквально 2 дня тому назад я их собирала, солила. Сделаю для детей малосолку из переростков. А сильно крупных отдадим козочкам. Уже помидоры вон созревают. Красота какая. Как елка нарядная. Тоже и такие томаты большие тоже созревают. В огороде очень хорошо летом. Вот собирала малину. Малина крупная у меня тоже. Сорт не знаю, извините. Малина у меня давнышная. Есть, конечно, сорт мелкий, есть крупный. Пока малины есть. Куски малины не очень много, но через каждые 2 дня я собираю вот такой 2-литровый ковшик. Работаю блендером и в морозильник. Угощайтесь, мои хорошие. Позавтракайте малиной. Летом в деревне, конечно, дел очень много. Гладиолусы начали у меня цвести. Цветет гортензия. Посмотрите, у меня первый раз цветет хоста. Цветочек какой красивый. Красота. Дела очень много, как я вам говорю.
Привезли мне красный гравий. Я как-то вам говорила, что мне около вороты надо насыпать гравий. Мы уже вот с ребятишками поработали. Они мне тоже помогают. Сейчас машину вывезу. Сама буду курицу щипать. И они потихоньку будут работать. Вот здесь у меня яма была глубокая. Здесь всегда вода собиралась после дождя, весной. Вот для этого я и привезла целую машину. Конечно, мне хотелось бы вот сюда насыпать, но водитель почему-то насыпал мне очень далеко, и поэтому приходится нам таскать отсюда до вороты. Я ему показала, как надо насыпать. Вот отсюда начинать и потихоньку ездить в сторону улицы и потихоньку сыпать. А он взял, да здесь свалил. Конечно, мне и моим мальчикам трудновато все это делать, но мы стараемся. Сразу не делаем. Перерывами, с отдыхом мы работаем. Водитель говорит, что здесь провода, я могу задеть. А провода-то вообще далеко. Ну ладно, ничего не поделаешь. Свалил так свалил. Ну, постараемся потихоньку работать. Гравий тяжелый, конечно. Ну вот, каждый раз что-нибудь доделаем. Многие у меня спрашивают, когда поедете к Розе. Я им потихоньку отвечаю. И одна подписчица вчера мне написала, пора бы уж детей свозить на море, на юга, к Розе. Роза давно дом построила, пора бы уж съездить туда, навестить их. Ну, да, моя хорошая, пора бы. За хозяйством могла бы уж Юля посмотреть. Да, могла бы Юля посмотреть. Она в любое время готова смотреть. Но говорить легко. Юля может, конечно, любое время посмотреть. Но вы знаете, я то воду провожу дома, соединяюсь на новую трассу. Очень большие затраты были. Монтаж дома, все с нуля. И потом за 9500 я купила сено. Здесь, конечно, мои родственники делали без затрат. Сейчас мне надо поменять пол на кухне. Вот. Тоже буду нанимать. Тоже нужны средства. Надо закупить. И еще на зиму нужна дрова. Считайте, что это все затраты. Вы знаете, что я одна. У меня пенсия маленькая. Все надо везде успевать. Все делать. Достать деньги. Как-то выкручиваться. Скоро надо детишек одевать. Конечно, для детей у нас деньги есть. Они получают пенсию по потере, пособию. Я не могу сказать, что мы безденежные.
детские деньги я не трогаю. Все уходит, что я получаю, все уходит по назначению. Только для детей. И поэтому мы сдаем отчеты. Сколько пособия получали, что купили, чеки собираем, кроме продуктов. А продукты тоже, конечно, дорогие, хотя мы держим цыплят, огород, но у детей потребностей много. Я ни в чем детям не отказываю, поэтому я все покупаю для них. Выкручусь как-нибудь. Поэтому, мои хорошие, я не могу сказать, что смогу ли я поехать в этом году или нет. В этом году не смогу, так в следующем году можно съездить. Каждый день мы, чуть ли не каждый день мы по видеозвонку разговариваем. Роза мне все показывает. Я очень даже рада, что они построили дом, что живут хорошо. Слава Всевышнему. Радуюсь, не нарадуюсь. Роза знает, что у меня дел очень много. Что смогу ли я поехать, не смогу ли я поехать. Ну, она мне говорит: мама, смотри сама. Делай так, как будет тебе лучше и удобно. Поэтому, мои хорошие, я не могу сказать, поеду ли или не поеду. Если в этом году не смогу, то постараюсь свозить детей в следующий год. Вот сюда мы хотим сыпать. Поднять здесь дорогу. И будет красота. Вот осталось всего ничего. До вечера мы управимся с мальчиками. Здесь уберем. А здесь в углу немножко оставим. Потому что когда будем пол делать, бетонировать, нам трамбовать такой гравий немножко нужен будет, сказал наш мастер. А еще привезут мне другой гравий. Немножко. Надо будет купить цемент. Мой внук уже меня ждет, уже готов приступить к работе. И младшенький тоже. Всем привет. Всем привет. Сейчас солнышки нет, чуть-чуть хочет дождь, но погода классная. Когда пишет солнышко, мы сидим дома. Что-нибудь до дома делаем. Вот так мои внуки помогают мне. Мы уже работаем. Который день? Третий день. Представьте себе, целый КамАЗ гравий. Мы все втроем осилим. Втроем мы сила. Вот как они с таким с аппетитом работают. Конечно, немножко устали. Я когда поработаю, отдыхаю или кушать готовлю, или что-нибудь, за живностью смотрю. Ну, конечно, они сидят за компьютером или на телефоне. Вон даже Владик улыбается. Берем больше, кинем дальше.
хорошие, помогите нам. Будет все быстрее. Когда трамбуется гравий, будет как асфальт красный. Ну, на этом я свой ролик заканчиваю. Всем желаю самого доброго здоровья, долголетия, удачи, успехов, семейного благополучия и мирного неба над головой. Всем пока-пока, до следующих встреч.